Один из древнейших списков Казанской иконы Божией Матери сегодня привезли в Казань. Это дар старообрядческому храму города. Святыню, которой почти 4 века доставили из Москвы на поезде необычные паломники. Сразу два митрополита-старообрядца – московский Корнилий и митрополит Белокреницкий Леонтий. Юлия Шабанова продолжит. Едва в дверях вагона появляются митрополиты, прямо на перроне встречающие начинают петь торжественную стихеру. Старообрядческие приходы по всему миру подчиняются именно владыкам – московскому Корнилию и Белокреницкому Леонтию, который, к слову, живет в Румынии и в Казани впервые. Сейчас старообрядцы очень расселены по всему миру. Мы скорбим о том, что они далеко от нас, им тяжело жить без родной земли, без родного языка. Они с трудом сохраняют свои корни, но все-таки стремятся. Высоких гостей приход сегодня встречает колокольным перезвоном и хлебом с солью. В руках паломников святыня, дар Казанскому храму. Старообрядцы уверены, этот список Казанской иконы Божьей Матери древнее того, который в 2005 году был доставлен в наш город из Ватикана и сегодня хранится в Крестовоздвиженском соборе. Привезенная сегодня икона – настоящий раритет. Это один из самых древнейших списков иконы Казанской Божьей Матери. Чем еще она особенно ценна для старообрядцев, так это тем, что написано еще до Никоновских реформ. Еще один интересный факт. Иконе почти 4 века, но она в идеальном состоянии и почти не подвергалась реставрации. Получается, что образ вместе со старообрядцами пережил все гонения и от этого нисколько не пострадал. Икону берегли, несмотря на страшные гонения. Скрываться от расправы старообрядцам приходилось в лесах, пустынях, на болотах. Только в XVIII веке были сожжены, уморены голодом, обезглавлены десятки тысяч иноверцев. В Казань на Суконную слободу старообрядцев ссылал еще Петр I. И сегодня казанский приход – это более 2000 верующих. Мы должны побеждать любовью, братскую, молитвами, Богородицы, конечно, постом, чтобы дьявола сгонять. Самое важное, что мир и для нас было, и для внутренних, и для внешних. Конечно, это очень-очень важно. Мир, любовь христианская, это высшая добродетель. После приветствия старообрядцы не спешат расходиться, ждут благословения от митрополита всея Руси. Это паломническая поездка – знак единения и соборности старообрядцев всего мира. Юлия Шабанова, Талгат Бегимов, телеканал «Эфир».